Вы хотите быть счастливы? Вы хотите жить? Вы хотите добиться в жизни успеха? Послушайте, что сказано в притчах 7 в стихе 2. «Храни заповеди мои и живи. А если я не буду хранить, вы попадете в гиенну». Хотите жить вечно? Храните заповеди Бога. «И учение мое, как зрачок глаз твоих». Дорогие, давайте примем то, что нам принадлежит в Слове Божьем. Вы добьетесь необходимого успеха. Бог пребудет с вами во имя Иисуса. Бог обращается к вам. Внемлите сегодня, если до сих пор вы не внимали. Сегодня начало вашей новой жизни. Твердо пребудьте с Ним, и вы будете благословлены. Теперь посмотрите это свидетельство. Что было у вас, сестра? Вы сегодня взволнованы. Вы ее дочь? Почему она ходила с костылем? У нее была мозговая инфекция. Она была госпитализирована, не могла ходить. Оказалась в инвалидном кресле, а затем стала ходить с костылем. Половина ее тела почти не двигалась, а сегодня она пришла без костыля. Без костыля больше не ходила? Не ходила даже дома. И как долго это с ней? Уже год. Элайни, это правда? Она взволнована, друзья. Элайни, покажите нам, как вы ходили. Расступитесь, откройте для нее проход. Покажите, как вы ходили с костылем. Пока с костылем. Пройдитесь немного. Здесь есть небольшой подъем. Пройдите по нему. Он совсем небольшой. Вы ходили так? Теперь положите его на плечо. Элайни, пройдитесь немного с костылем на плече. Смотрите, как прекрасно, друзья. Теперь я хочу помолиться. Можете вложить свое сердце в руку Божью. Отец, я возлагаю свои руки на Святую Библию, чтобы призвать обетование Господа в эту жизнь. Я делаю это во имя Иисуса. И этим именем я обличаю всякое зло. Я говорю, выйди из этого человека и больше не возвращайся во имя Иисуса Христа. А вы скажите «Аминь».